Всем привет! Это Кинолания. Эта неделя у нас гораздо интереснее предыдущей, и сегодня мы будем рассказывать об одной из самых ожидаемых премьер этого месяца. Вот они и вернулись. Люк Хопс и Декард Шоу вновь устроят огненный экшен на больших экранах. Ребята решили отколоться от вселенной Форсажа и снять эдакий сольник о самих себе, без Торетто и остальной семьи. Перед просмотром запомните главное. Хопс и Шоу – это не Форсаж, а значит, здесь не будет кучи машин и крутых гонок на протяжении всего фильма. Зато будет туча эпичнейших драк. Коротко о сюжете. Уже знакомый нам американский элитный спецагент Люк Хопс и бывший сотрудник британской разведки Декард Шоу вынуждены объединиться. Сделать это довольно проблематично, ведь эти двое уже на протяжении двух последних форсажей категорически не выносят друг друга. Однако им все же придется вдвоем дать бой новому суперзлодею. Ну давайте честно, сюжет в этом фильме вообще не главное. Он существует лишь для того, чтобы вести вас от одной драки, перестрелки или погони к другой. Поэтому постарайтесь просто выключить ненадолго мозг и получать удовольствие от экшена. И, кстати, этот самый экшен в фильме ставил человек, который умеет это делать чуть ли не лучше всех. Режиссер Хопса и Шоу Дэвид Лич. Именно он снимал «Взрывную блондинку» с Шарлиз Терон, второго Дэдпула и Джона Уика. В каждом из своих фильмов Лич ставит просто крышесносные драки. Если же говорить о героях, то основная парочка знакома нам уже не первый год. Но появятся и новые персонажи. Во-первых, это, конечно, главный злодей Брикстон, который с помощью современных технологий превращается практически в сверхчеловека. Играет его фантастически крутой Идрис Эльба. Вы просто представляете, что устроит это трио лысых на большом экране. Ну а разбавляет эту тонну тестостерона красотка Ванесса Кирби, которая играет сестру Декарда Шоу. Ранее англичанка 2 года снималась в сериале «Корона», где играла принцессу Маргарет, а затем, видимо, решила удариться в боевички. До Хопса и Шоу она играла в «Миссии невыполнима». Еще одна интересная деталь. Часть съемок Хопса и Шоу проходила в Самоа, на родине Дуэйна Джонсона. И вот здесь нам покажут семью агента Хопса, а точнее толпу его братьев. Кстати, одного из его братьев играл звезда рестлинга Роман Рейнс, и вы не поверите, но он и в жизни кузен Скалы. Вот и говорите потом, что хионизм только в Осетии. Все наверняка помнят о скандале между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем во время съемок 8-го «Форсажа». Эти двое просто на дух не выносят друг друга. Именно поэтому Торетто просто не мог появиться в Хопсе и Шоу, ровно как и Хопс и Шоу не появятся в 9-м «Форсаже», который снимают сейчас. Говорят, это была принципиальная позиция Дизеля и некоторых других актеров. Ох уж эти звездные разборки. Подводя итог, Хопс и Шоу – это не кино о гонках и машинах. Это крутой мужской боевик с кучей драк, перестрелок и погонь, не лишенный доли фантастики. Не все здесь поддается законам физики, поэтому просто примите происходящее как данность. Если сможете, вас ждет 2 часа крутейшего экшена. Его точно надо смотреть на большом экране. Ну а если вы не любите зубодробительные боевики, в кино идет еще несколько разных фильмов, которые могут вас заинтересовать. И дети, и взрослые смогут посмотреть развеселый мультфильм «Руслан и Людмила. Перезагрузка». Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, не подозревая, что она принцесса. Но злой волшебник Черномор похищает ее. Руслану придется отправиться спасать Милу, преодолеть все преграды и опасности на своем пути и доказать, что настоящая любовь сильнее магии. В кино можно посмотреть ужастик «Вельзевул». Произошли шокирующие убийства. Расследование приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется дать бой настоящему злу. Ну а если и это вас не заинтересовало, есть еще несколько картин, которые могут вас привлечь.
игроке у нас на этой неделе двухчасовой экшен, и в Must See то же самое, только более жесткое и жестокое. Вспоминаем «Безумного Макса» и его «Дорогу ярости». Этот фильм вышел 3 года назад и стал продолжением культовой трилогии про Безумного Макса. Итак, наш старый знакомый Макс-1 скитается по мертвой пустыне, в которую превратился мир после падения цивилизации. Но ему придется присоединиться к бунтарям под предводительством военачальника Фуриосы. Они пытаются сбежать из цитадели, страдающей от тирании несмертного Джо, и эта дорога будет полна опасностей. «Безумный Макс» — это безостановочный экшен. На протяжении всего хронометража здесь постоянно что-то взрывается, горит или ломается. Вам будут давать буквально пару секунд на передышку, а затем снова вперед. На огромных машинах, на бешеной скорости, под совершенно безумный саундтрек. Если вдруг вы думаете, что все происходящее на экране – это всего лишь графика, вы глубоко заблуждаетесь. Режиссер Джордж Миллер и его команда свели использование спецэффектов к минимуму. 80% кадров в фильме настоящие. Графику использовали лишь для улучшения пейзажей, для удаления случайно попавшего в кадр оборудования и для левой руки Шарлиз Терон, которая по сценарию должна была быть протезом. Кстати, несмотря на то, что фильм называется «Безумный Макс», главным героем здесь все же выглядит Фуриоса, которую играет Шарлиз Терон. Она настоящий воин. Том Харди, который сменил Мела Гибсона в роли Макса, не то чтобы отходит на второй план, просто на его персонажа делается чуть меньший акцент. Но на итоговом впечатлении от фильма это вообще никак не скажется. В итоге, если вы любите убийственно крутой экшен и вам не нужно, чтобы герои подолгу разговаривали на экране, «Дорога ярости» — это ваше кино. Вы просто не будете успевать за всеми погонями и перестрелками, а некоторые сцены вам захочется пересматривать еще и еще. Главное, сделайте это в хорошем качестве. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.